Добрый день, участники вебинара. Напишите, пожалуйста, меня слышно? Еще раз здравствуйте, меня зовут Светлана Платонова. Я являюсь финансовым советником ООО «БГ Капитал», а также экспертом Центра финансовой грамотности Союза торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, как уберечь себя и близких от финансового мошенничества. Так, давайте начнем. Списание денег со счета без ведома владельца, кража паролей, пин-кодов, легкий заработок в интернете, вклады под невероятные проценты, онлайн-казино – все это виды финансового мошенничества. Преступники будут спекулировать на ваших чувствах, обещать золотые горы, маскироваться под сотрудников банков или государственной организации, чтобы выманить деньги. И вот сегодня мы поговорим с вами, как распознать мошенника, что делать, если им удалось все-таки вас обмануть. На самом деле жертвой мошенников можно стать повседневно, каждый может с этим столкнуться. Это может быть и через банковскую карту, и могут с этим столкнуться те, кто расплачивается и наличными, и онлайн, с помощью звонков на телефон, с помощью смс-ок, с помощью социальных сетей, ну и так далее. Как же они это делают? У всех ли есть банковские карты? Наверное, в наше время банковские карты есть у каждого человека. И вот основное мошенничество, связанное с банковскими картами, это, как сказать, списание без вашего ведома каких-то сумм или списание сумм, выманив у вас данные вашей карты. Чтобы использовать вашу карту в своих целях, им нужно узнать ее номер, имя владельца, срок действия, номер CVC или CVV. Ну, также могут они установить на банкомат скиммер, такое устройство, которое накладывают на приемник карты в банкомате, и видеокамеру под клавиатурой, которая считает ваши данные карты. Что нужно делать, да? Ну, основное правило, конечно, это не давать никому никаких данных своей банковской карты. Потому что, когда начинают разбираться уже со случаями мошенничества, оказывается, что данные карты мошенники получили именно от самого человека, от жертвы. Они выманивают разными способами, обладают какими-то знаниями в психологии, поэтому их задача, конечно, получить эти данные от вас, чтобы вы это озвучили сами. Достаточно один раз воспользоваться таким банкоматом, не прикрыть рукой клавиатуру в момент набора пин-кода. Это вот если скиммер находится на банкомате, да, ваши деньги могут снять, перевести на несколько счетов, обналичить. Украсть данные вашей карты могут даже в кафе и в магазине. Злоумышленником может оказаться продавец, который получит доступ к вашей карте хотя бы на 5 секунд. Сфотографировав вашу карту, он сможет воспользоваться ей для расчета в интернете. Ситуация примерно вот похожая, описанная здесь на слайде, произошла со мной в прошлом году, например, когда, значит, я замешкалась на некоторое время и передала продавцу одного из магазинов карту, чтобы он быстро провел оплату. И, ну, я как бы связываюсь с этим, конечно, что через некоторое время с моей карты пытались снять деньги без моего ведома. Мне пришлось карту заблокировать. Но хорошо, что на этой карте у меня не было лишних денег. Как не попасться? Перед снятием денег в банкомате осмотрите его. На картоприемнике не должно быть посторонних предметов. Клавиатура не должна шататься. Набирая пин-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Делайте это даже во время расчетов карты в кафе. Нужно подключить мобильный банк или смс-уведомление. Тогда вот насчет любой операции у вас будет информация. Если вы совершаете покупки через интернет, никому не сообщайте секретный код для подтверждения операции, который приходит вам по СМС. Ну и еще такой совет, что на карточку, если вы собираетесь покупать через интернет-магазин какую-то совершить покупку, положите ровно столько, сколько будет стоить ваша покупка, ни больше, ни меньше. Старайтесь никогда не терять из виду вашу карту. И вот что же делать, если, например, случилось так, что все-таки меня обокрали? Самый первый и главный совет – это сразу же позвонить в банк. Значит, телефонный номер банка находится на оборотной стороне вашей карты или на интернет-странице сайта банка.
на сайте банка на главной странице обычно эти телефоны есть. Там необходимо сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту немедленно. Запросите выписку по счету, напишите заявление о несогласии с операцией, обратитесь с заявлением в отдел полиции по месту жительства или отправьте сообщение в управление К МВД России. Управление К как раз занимается такими преступлениями. Что такое кибермошенничество? Допустим, вы всегда снимаете деньги только в кассе банка, а карты вовсе не рассчитываетесь. Вы чувствуете себя в безопасности. И вдруг приходит смс или письмо якобы от банка со ссылкой, просьбой перезвонить по неизвестному номеру или с уведомлением о неожиданном крупном выигрыше. Или позвонят от имени банка, просят сообщить личные данные, пин-код от карты или номер смс-подтверждения. Или пишут в соцсетях от имени родственников или друзей, которые внезапно попали в беду, там, угодили в полицию, сбила машина, украли сумку, и просят перевести определенную сумму денег на неизвестный счет. Но еще в последнее время появились такие случаи, что звонят от имени банковских коллекторов, там, или еще от имени пенсионного фонда могут звонить, от имени соцзащиты и так далее. В 99,9% случаев вы имеете дело с мошенниками. За ссылками, скорее всего, таятся вирусы на другом конце провода и специалисты по обману, которые всеми правдами и неправдами хотят выманить необходимые им данные. А по ту сторону экрана злоумышленники, которые играют на ваших желаниях, чувствах или заботе о близких. Но тут тоже главный совет – это прекратить разговор и перезвонить в банк, проверить, действительно списывали ли деньги, звонили ли, или если это звонил якобы родственник или близкий человек, перезвонить ему и спросить, все ли у него в порядке. Если, например, он не отвечает, то все-таки не торопиться с с помощью, потому что необходимо все равно все перепроверить. Ну, немножко скептицизма не помешает. Вот я вот как раз рассказывала, да, как не попасться. Не переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивайте по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется надежной, телефон верным, всегда сверяйте адреса с доменными именами официальных сайтов, организаций. Номера проверяйте в официальных справочниках. Если приходит смс, например, о зачислении средств и сообщение похоже на привычное уведомление банка, а затем звонят якобы, что это они ошиблись, да, и перечислили деньги и просят вас вернуть, то ничего не спешите возвращать. Такая ситуация больше похожа на мошенническую схему. Скорее всего, деньги не приходили, смс не от вашего банка, звонил злоумышленник. Проверьте состояние вашего счета, закажите выписку в онлайн-банке или позвоните в банк, прежде чем кому-то деньги переводить. Если приходит уведомление, подтвердите покупку и код, следом раздается звонок, опять же от какого-нибудь рассеянного человека, который говорит, что по ошибке указал ваш телефонный номер, и просит продиктовать ему код. Ни в коем случае этого не делайте. Мошенники пытаются выманить у вас код, чтобы снять с вашего счета деньги или подписать на ненужный платный сервис, или вообще могут даже кредитный договор оформить. Такие случаи тоже в последнее время происходят. Никому не сообщайте персональные данные, тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам они откроют доступ к вашим деньгам. Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне. Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы что-то выиграли или с вашей карты случайно списали деньги, и нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию, закончите разговор, как я уже говорила, перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей карты. Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, то надо связаться с ними напрямую, я тоже об этом говорила. Самое главное, что нужно установить на компьютер антивирус и себе, и родственникам. И нужно объяснить пожилым родственникам и подросткам вот эти простые правила. Что такое правило, которое может вам пригодиться? Это не записывать, значит, пароли, пин-коды от ваших банковских карт, от ваших личных кабинетов с доступом к вашим деньгам на телефон или в компьютере. Чем сложнее вам самому достать эти данные, то есть надо приложить какое-то усилие, там, открыть записную книжку, помнить, куда вы это написали и так далее. Чем сложнее вам самому, тем сложнее будет, значит, и мошенникам. Поэтому можете какую-то завести себе маленькую книжку, блокнотик и там как-то что-то записывать. Ну, главное, чтобы это было вне доступа от компьютера или смартфона. Тоже, если обманули, что же делать? Ну, я уже говорила, что самое главное – это позвонить сразу же в банк, и номер, он
находится на обороте вашей карты, на главной странице сайта банка, и сообщить о мошеннической операции, заблокировать карту. И, кстати, можно сообщить номер телефона, с которого вам позвонили мошенники, чтобы его банковские сотрудники тоже заблокировали. Обратитесь с заявлением в отдел полиции по месту жительства или отправьте обращение в управление К МВД России, который занимается как раз такими преступлениями. Мошеннические операции. Сейчас финансовые пирамиды начинают маскироваться под микрофинансовые организации, работающие по принципу сетевого маркетинга, инвестиционные и управляющие предприятия или онлайн-казино. Они заявляют о высоких процентах по вкладам, отсутствии рисков, гарантируют доход, что запрещено на рынке ценных бумаг. Обещают помочь людям с плохой кредитной историей, еще просят нести деньги сразу, желательно наличными, и привести друга за какой-то бонус, да, чтобы масштабы пирамиды увеличивались, и их, а не ваша прибыль росла. Ну, что можно сказать по этому поводу? Тут надо обязательно насторожиться. Если вам гарантируют какую-то доходность в определенных процентах, говорят о том, что рисков практически нету никаких, и если у них нет тем более лицензии, то значит надо сразу же насторожиться. Еще такой есть момент, что вас всегда торопят. Говорят вам, что времени совсем мало, надо быстро решаться. Как только вы слышите, что вас торопят, вам не дают времени подумать, ну, это, скорее всего, мошенническая организация, и связываться с ней не стоит. Как раз вот здесь я говорю, как уберечься от обмана, да. Значит, такая финансовая организация, которая серьезно занимается, например, на рынке ценных бумаг, да, которые действительно там приносят какую-то возможную доходность, они должны иметь лицензию и находиться в реестре Банка России. Это можно посмотреть на сайте Банка России, cbr.ru. Если этой организации там нет, ну, значит, это точно какие-то мошенники. Можно свериться со справочником по кредитным организациям и справочником участников финансового рынка. Проверьте компанию в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России. И запросите образцы договоров, копии документов. Если есть возможность, проконсультируйтесь с юристом. Ну и такой тоже совет. Обязательно посмотрите на отзывы в интернете. Как хорошие, так и плохие. Ну, отзывы, конечно, могут заказать хорошие, вот, и могут заказать и плохие. Там. Надо просто хорошенечко проанализировать на предмет какого рода отзывы. Если повторяющиеся отзывы о том, что это какая-то мошенническая организация, ну, 100% туда, значит, попадать не стоит. И вот я вложился и прогорел. Что делать? Нужно составить претензию, направить ее в адрес компании заказным письмом с уведомлением. Можно отнести лично, удостовериться, что его зарегистрировали, то есть вам дают копию и пишут там, значит, входящий номер и дату. Возьмите расписку о получении, чтобы компания якобы случайно не потеряла ваше письмо. Если компания отказывается вернуть деньги, то соберите все документы от договоров до выписок и обратитесь в правоохранительные органы с заявлением. Свяжитесь с юристом и попробуйте найти других жертв мошенничества, ну, чтобы вы знали друг друга о том, что вы не первые, чтобы можно было сделать какие-то совместные действия против этих злоумышленников. Теперь о мошенничестве на финансовых рынках. Вот еще один тип мошенников – это псевдопрофессиональные участники финансового рынка, которые активно рекламируют свои услуги по организации торговли на рынке Форекс. Наверняка вы слышали истории, как простые люди с улицы заработали состояние, покупая и продавая валюту на рынке Форекс. Звучит это, конечно, очень заманчиво, но рисковать не стоит. Платный сыр бывает только в мышеловке. Физическое лицо с небольшим стартовым капиталом не имеет доступа на реальный рынок Форекс, где продают, покупают валюту в основном крупные банки. Чтобы обычному человеку выйти на Форекс, нужно заключить договор с посредником, Форекс-дилером, торговать нужно через него. Торговля на рынке Форекс сама по себе большой риск, и гарантий никаких нет. И больше шансов потерять все, чем сорвать куш. Опасность кроется и в посредниках. Можно нарваться на мошенников, которые просто не вернут ваши деньги. И вероятен такой вариант, что вам предлагают удивительно низкие комиссии, различные бонусы, значит, сумма на вашем счете, допустим, все время удваивается, увеличивается ваш баланс. Да? Вы даже можете заключить с дилером договор через интернет с помощью электронного документа оборота
и вроде как бы у вас там очень хорошая сумма, там чуть ли не миллион, да, но прибыль вы не получите, вложения потеряете. Вот когда вы соберетесь именно снимать эти деньги, которые нарисованы у вас в личном кабинете, скорее всего, вам этого сделать не дадут. И не то, что вам не вернут то, что написано у вас в личном кабинете, вот эта баснословная сумма, но и не вернут даже те деньги, которые вы первоначально вложили. С 1 января 2016 года осуществлять дилерскую деятельность на территории России могут только лицензированные компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Вот я хочу обратить внимание, что вот довольно часто обращаются к нам люди, которые, значит, на таких сомнительных сайтах доверяются мошенникам, кладут туда деньги, и оказывается, что это финансовая пирамида, оказывается, что это мошенники. Потом я начинаю смотреть эти сайты, оказывается, что там есть элементарные грамматические ошибки. Там отсутствуют какие-то документы об этой организации, там нет ссылки на лицензию. Там, значит, если есть какие-то документы, то говорит о том, что компания, это, например, зарубежная, находится она где-нибудь там в каком-нибудь офшоре. Ну, ясно, что это территория, что это какая-то история, скажем так, ну, не совсем законная. Так, и не стоит связываться с так называемыми бинарными опционами. Реклама в интернете сулит вам неслыханную прибыль, откройте счет, делайте ставки на рост или падение валют или акций за определенный период. Если по истечении заявленного времени ваш прогноз оказывается верен, то вы получаете внушительный процент прибыли, а если вы не угадали, то теряете деньги. В реальности сегодня в интернете не существует площадок, на которых могут проводиться такие сделки. Поэтому все обещания о легком заработке на бинарных опционах – это мошенничество. Вы просто потеряете все свои деньги. Как уберечься в этом случае от обмана? Ну, если вы все-таки решились выйти на рынок Форекс, внимательно изучите закон и базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности Форекс-дилера. Проверьте этого Форекс-дилера, с которым собираетесь работать. У него обязательно должна быть лицензия. И уточните, есть ли она, можно в справочнике участников финансового рынка. Если компания зарегистрирована не в России, в офшорных зонах, насторожитесь. Скорее всего, перед вами мошенники. Предупредите пожилых родственников о том, что агрессивная реклама быстрого заработка в интернете на деле обернется не прибылью, а потерей денег. Еще лучше не рисковать вовсе. Можно начать путь инвестора на бирже, открыв счет у официального брокера с лицензией. Ну, все-таки без знаний заниматься такой деятельностью не стоит, и лучше потратить время на изучение темы инвестиций самостоятельно сначала, чтобы иметь какое-то представление, прежде чем идти даже к официальному брокеру открывать счет. Все-таки какие-то представления у вас о работе рынка ценных бумаг должны быть, прежде чем начинать там деятельность. Если вы стали жертвой мошенничества на финансовых рынках, то соберите все документы, которые у вас есть. Это договора, заключенные с посредником-мошенником, чеки на перевод денег. Сделайте скриншоты с сайта и отправляться в полицию и писать заявление. Также можно сообщить в Банк России, который рассмотрит вашу жалобу. Итак, по презентации как бы это все. Тут есть еще такое, ссылка, презентация дана, как можно проверить финансовые организации самостоятельно. Есть такой сайт, который называется Fincult.info, и там можно найти такой справочник финансовых организаций, которые официально у нас зарегистрированы в стране. Ну, я бы хотела еще, как сказать, своими словами сказать по поводу мошенничества, да, что самое главное, чтобы не попасться на уловки мошенников, это все-таки повышать уровень своей финансовой грамотности. Если вы будете читать новости, да, о тех, какие бывают случаи мошенничества, то на практике, если с вами заговорит мошенник или там напишет вам на телефон смс, сообщение в соцсетях, вы будете примерно знать, что где-то я это уже слышал, я это уже видел, и, скорее всего, это действительно мошенническая схема. И еще я бы хотела сказать, что довольно часто бывает так, что мошенники всегда идут впереди
на шаг вперед от правоохранительных органов, поэтому очень часто они придумывают новые уловки, о которых еще пока никто не знает. И прежде чем соглашаться на какую-то сомнительную операцию, которую вам предлагают, да, по телефону или в соцсетях, лучше применить вот такой метод, как я обычно делаю, это такой разумный скептицизм. То есть вы сами кому-нибудь предложите там большую прибыль или там какой-то подарок просто так. Ну, навряд ли такое можно, да, сделать. Все-таки человек ценит как бы свои деньги и ценит свое время, ценит свои знания, и бесплатно кому-то что-то дарить он все равно не будет, правильно? Почему же тогда мошенники вам хотят что-то предложить совершенно бесплатно, предложить вам какой-то способ хорошего, высокого заработка просто так? Ну, ничего же просто так не бывает, да? Поэтому, наверное, это один из самых главных советов. И еще такой совет, что вот, который пригодится нам, в принципе, повсеместно, да, то, что касается ваших личных персональных данных, также пин-коды, пароли и так далее, хранить все-таки подальше от чужих глаз, подальше от телефона, от компьютера. Пусть это будет какое-то отдельное место там у себя дома, там, на записной книжке, куда имеете доступ только вы знаете это место. Потому что случиться может всякое, и могут через телефон найти ваши данные, если вы записываете где-то у себя в записной книжке в телефоне, да, делаете такую запись. И в компьютере могут тоже кто-нибудь недобросовестный забрать такие данные. Поэтому чем тяжелее будет вам самому, это же лень, да, куда-то идти в какое-то отдельное место, там что-то брать, смотреть. Чем вам будет как бы сложнее самому, лень это все лишний раз доставать, тем как бы лучше для вас же, потому что обычно бывает так, что все данные мы называем самостоятельно. Нас, в принципе, за язык никто не тянет. Все данные, которые мошенники получают, обычно они получают именно от нас самих. Вот эти такие вот правила есть. Может быть, есть у вас какие-то вопросы ко мне? Может быть, у модератора есть какие-то вопросы? И я бы хотела тогда напоследок, если вопросов нет, да, несколько слов сказать вот о мошенничестве, связанном с финансовыми пирамидами. Значит, не секрет, что многих молодых людей особенно интересует очень быстрый заработок, особенно вот в последнее время в интернете. Предлагают различные финансовые пирамиды, да, ну, на слуху, да, то, что вот у нас в Якутске, например, в прошлом году было вот эти фирмы-однодневки, не однодневки, а те, которые, значит, привлекают деньги своих вкладчиков, и за счет денег этих вкладчиков получают вознаграждение предыдущие вкладчики, и так работает, в общем-то, пирамида. Прежде чем туда нести, и особенно, значит, приводить в такую фирму своих друзей, своих близких, подумайте, как вы будете потом общаться с близкими и со своими друзьями, если получилось так, что вам, например, повезло, и вы туда отнесли деньги, и вам какую-то часть вернули, может быть, даже вы успели все вернуть, да, и каково будет вашим знакомым, близким, родственникам от того, что они отнесли деньги. Некоторые даже берут кредит для того, чтобы отнести деньги в такую пирамиду, чтобы успеть там поднять какую-то сумму, да, и получается, что они опоздали, то, что такие предприятия существуют, в принципе, недолго. Ну, средний срок жизни такого предприятия, как финансовая пирамида, где-то вот от 6 месяцев там, до 1,5 лет. Это средний такой срок, да, и вот, например, кто-то успел забрать свои деньги, а кто-то не успел, еще и остался должен банкам. Ну, вот, морально это будет, конечно, не очень приятная ситуация. Поэтому, если уж вы каким-то образом попали в такую ситуацию, и вы видите и понимаете, что это пирамида,
Постарайтесь вернуть свои деньги, насколько это возможно, но, пожалуйста, не приводите своих друзей, близких, родственников туда, потому что это может привести к сложной финансовой ситуации в дальнейшем, ну, ваших друзей, близких, родственников. Об этом надо тоже думать. И желательно вообще в такие темы не, ну, как бы не вступать. Если вы чувствуете, что это что-то незаконное, если нет полной информации на сайте, если вам не отвечают конкретно на ваши вопросы, не рассказывают о том, куда же вкладывают они ваши деньги, да, то, скорее всего, это пирамида, потому что финансовая организация, которая имеет лицензию, она обязана давать полную подробную информацию о себе, все финансовые отчеты, полностью все доходности они должны выкладывать у себя на официальном сайте. И история должна быть долгая. Это не год, не два. История предприятия должна быть, ну, как минимум от 5 лет и выше. То есть вы можете открыть счет, например, у брокера, такого официального брокера, у которого, значит, хорошая репутация, и о котором есть информация там за 5-10 лет. Вот тогда еще можно что-то, ну, попробовать изучить рынок ценных бумаг, но для этого, как я уже говорила ранее, надо все-таки почитать книги про инвестирование, финансовой грамотности, и только после этого можно начинать инвестировать из тех сумм, которые вы готовы, в принципе, скажем так, у вас же не будет опыта, и возможно, что ваши деньги-то вам большую прибыль не принесут, поэтому надо быть к этому готовым, что инвестирование – это всегда деятельность, сопряженная с очень высокими рисками, даже у официального брокера. Поэтому об этом нужно помнить. Может быть, есть еще какие-то вопросы? Про криптовалюту, да? Да, криптовалюта это, скажем так, в последнее время такая тема. Только что я говорила о том, что не стоит вкладывать в то, о чем нет длительной истории. Вот. То же самое касается, кстати, криптовалюты. В ближайшие там 10-15 лет, возможно, криптовалюта будет в ходу там повсеместно. У нас даже в Российской Федерации и законодательная база уже готовится под криптовалюту, да. Но лично я, как инвестор, как частный инвестор, в криптовалюту не вкладываюсь, потому что мое правило – это я должна полностью знать то, во что я должна вложить свои деньги. Поэтому я пока не считаю, что криптовалюта – это что-то очень, скажем так, надежное. Конечно, в этом есть какое-то будущее, но это будущее не ближайших 2-3 лет, скажем так. И поэтому, если вы хотите вкладываться в криптовалюту, только теми деньгами, которые вам, скажем так, в ближайшее время вам, скажем так, не понадобятся. То есть это история где-то от 5 лет и выше. Есть еще какие-нибудь вопросы? Напишите, пожалуйста, было ли вам сегодня полезно занятие, наш вебинар? Будете ли вы что-нибудь использовать из того, что сегодня вам я рассказала? Особенно, что касается личных персональных данных, данных вашей карты. Если больше нет вопросов, то я желаю вам всем удачи, с наступающим Новым годом, и используйте информацию с пользой.
Спасибо вам за приглашение. До свидания.